Уважаемые земляки, хангаласцы, уважаемые соратники, единомышленники Михаила Ефимовича Николаева, нашего первого президента, я благодарен вам, первое, за приглашение. Перед Хангаласской я аудиторией стою после 42 лет перерыва. 42 года назад я здесь, многие здесь сидящие, уверен, не знают, работал председателем Покровского совета народных депутатов, и решением бюро областного комитета партии был направлен в Вилюйский район заместителем председателя исполкома по случаю подготовки к 350-летию города Вилюйск. Поэтому большое спасибо. Уважаемые участники торжественного заседания, сегодня великий день. И, естественно, по работе Михаила Ефимовича можно сказать, что невозможно сегодня перечислить и переоценить, сколько сделали им за все годы руководства на различных должностях самой Республики и Российской Федерации. Многое сказано, я хотел остановиться только на ключевых моментах созидательной деятельности Михаила Ефимовича, давших возможность для развития социальной сферы и производительных сил Республики и России. Мы помним, как сегодня лихие, дикие 90-е годы после развала величайшей державы Советского Союза, последовавшего за этим упадка экономики, отсутствие финансовых ресурсов даже для заработной платы бюджетным работникам. В эти годы главной задачей было выстоять, любой ценой удержать развал экономики, стабилизировать общественно-политическую ситуацию. На основе принятых документов, это Декларации о суверенитете, Конституции и Конституции Новой Якутии, Федеративного договора о разграничении собственности под руководством Михаила Ефимовича осуществлялись перевод экономики на рыночные отношения, создание алмазно-бриллиантового золотодобывающего комплекса, угледобывающей и газоперерабатывающей отрасли, которая является, как известно, локомотивом развития экономики республики, бюджетообразующим фактором, основным источником пополнения бюджета республики, дающим возможность развития социальной сферы и всех других отраслей народного хозяйства. Я хочу остановиться на 3 моментах, которые нашли продолжение в своем развитии. Вот мы все знаем, что у Михаила Ефимовича было много идей, которые приняты Российской Федерацией, другими субъектами. И есть, значит, еще вот идеи, которые в будущем, я думаю, найдут, значит, свое применение на уровне Российской Федерации. Дальновидную политику для привлечения интереса к рациональному освоению и проблемам Российской Федерации, богатейшей территории, общепризнанной кладовой мира, через проекты «Северные измерения», «Восточные измерения», «Северный форум», которая послужила мощным толчком для разработки в наши дни стратегии развития Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Помните пророческие слова великого Михаила Ивановича Ломоносова, который говорил:
что Россия будет перерастать Сибирью. Это первое. Второе. Наш сложный исторический отрезок времени общественного развития, период борьбы за умы людей, подчеркнут еще 50-е годы прошлого века в своей доктрине Аллена Даллеса, руководителя ЦРУ Соединенных Штатов. Сегодня мы на деле ощущаем острую необходимость сплочения общества в духовно-нравственном, семейном, патриотическом, интернациональном воспитании. Следует отметить, что еще в годы Михаила Ивановича Ефимовича проводилась глубоко продуманная, обширная работа в указанном направлении. Об этом сегодня говорили. Я отношу к этому вопросу Дни матери, День отца. Объявлены были год семьи, год молодежи, год детства, детского спорта, год Арктики. Национальный праздник ГСХ был учрежден. Сегодня тоже говорили не раз, впервые в России инициирована доктрина здорового образа жизни, проведены международные спортивные игры «Дети Азии», охватившие многие страны мира. И на днях совершилось то, что так долго ожидало наше общество. 9 ноября президент Российской Федерации, президентом издан указ о сохранении и укреплении традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Так что предстоит перед нами серьезная и системная работа. Я говорю перед нами, поскольку сегодня перед вами я представляю и Общественную палату нашей республики. Не личное мое это мнение. И третье. Особое внимание Михаилом Ефимовичем обращалось и продолжается к комплексному развитию села, колыбели нации, будущее которое изложено мартовской 2020 года программной статьи Михаила Ефимовича о пространственном развитии территориального управления в контексте народонаселения в Республике Саха, реализация ее, он, пишет, реализации можно довести численность народа Саха к 70-м годам 21 года до 1 миллиона человек. На основе, эти цифры, подтверждены на основе анализа демографического развития республики. Не случайные высказывания. И он приходит к выводу, Михаил Ефимович, что чем это не национальная идея ближайшие 50 лет. У нас должна быть, конечно, все понимаете, национальная идея. Во всех этих достижениях есть доля, безусловно, у каждого единомышленника, соратника в составе верной команды Михаила Ильича Николаева. Ну вот здесь вот вы видите одних только депутатов Верховного Совета 12-го легендарного созыва, в народе говорят, которые приняли вот все эти три основополагающих документа, на основании которого развивается наша республика сегодняшний день. Из 165 депутатов здесь только 3 находятся, включая себя. Мне тоже посчастливилось вместе работать с этим редким человеком, как говорится, рука об руку, во имя процветания республики, будучи народным депутатом Верховного Совета, принимавшим вот эти документы, Госсобрания и документ 2-го созыва, главой администрации родного Верхоянского района в трудные лихие 90-е годы и заместителем руководителя администрации Михаила Ефимовича Николаева. Как Александр Николаевич говорил, я прошел таким образом
хорошую школу у Михаила Ефимовича, многому у него научился. Наша задача сегодня, как я представляю, органам государственных, муниципальных властей, общественных формирований. Первое – увековечить память первого президента, принять всевозможные творческие практические меры по реализации идей, замыслов, дел, пожеланий своего выдающегося земляка Михаила Ефимовича Николаева, глубоко осознавая их общегосударственную значимость в сохранении и процветании нации ЦАХа в составе Великой России. Я считаю себя выходцем из Хангаласской земли. Но это не совсем скромно, наверное, в этот день. Но я благодарен вам, все-таки скажу, что супруга моя Светлана Еремеевна, родом из первого Жимкона, на днях исполняется 52 года нашей совместной жизни. На самом деле, я публично говорю, что Светлана Еремеевна, подруга дней моих суровых, делила поровну все тяготы наших многочисленных переездов по республике. Набравшись неоценимого опыта и практики здесь, в качестве строителя и архитектора, при славных ваших земляках, председателя исполкома Ефиме Николаевича Васильеве, Зое Васильевне Решетниковой, главное в развитии стройиндустрии, застройки поселка Покровск. Кстати, вот это вот здание, в котором сегодня проводим торжественное заседание, было запроектировано еще 48 лет назад. Я был тогда архитектором, Ефим Николаевич Васильев был председателем райисполкома, и разработан был генеральный план, ну это к слову, развития поселков, а потом города Покровск. По воле судьбы занимался управленческо-организаторским делом в 4 районах республики и в центре, в том числе в администрации, я уже говорил, первого президента. Конечно, жалею по-человечески, что не удалось мне продолжить свою трудовую деятельность на ставшей родной Хангаласской земле и реализовать свои многие задумки. В заключение желаю вам всем здоровья, стабильности вашей жизни, успехов во всех ваших благородных делах, возрождения былой славы хангаласцев, в том числе в вопросах интернационального воспитания, чем раньше славилась хангаласская земля. Интернациональное воспитание молодежи, да и взрослого населения, кажется мне, тоже направить можно было вот это вот пожелание. С праздником, с юбилеем Михаила Ефимовича, нашего великого земляка. Спасибо вам всем. Спасибо.